60 миллионов сомов. Именно в такую сумму оценила моральный ущерб семья Матраимовых после публикации расследования в Азаттыке, агентстве КЛОП и 24KG. Сумма эта сложилась из претензий нескольких членов семьи и фонда имени Исмаила Матраимова. По словам адвокатов истцов, цель иска не получить от СМИ деньги, а публикация опровержений или доказательств причастности Матраимовых к тем действиям, которые были опубликованы в статьях. Мы открыты для разговора, мы ждем, то есть мы хотим, и у нас намерение такое, чтобы для наших представителей, точнее для наших доверителей, полностью представили как для общественности, так и для суда те факты, которые были озвучены. До сегодняшнего дня эти факты еще не озвучены. Понимаете, мы в этом крайне заинтересованы. Второе условие было то, чтобы те ответчики, ну, допустим, в лице той же самой 24KG, либо других, признали о том, что если нету этих доказательств, то открыто об этом заявили. Все это говорит о том, что денежные суммы, которые поставлены, они не являются основной целью и не являются целью разорения, допустим, тех или иных редакций. Самое главное – увидеть эти факты. Если они есть, то мы готовы извиниться и признать их. Но этих фактов до сегодняшнего дня нет. Кроме 24KG, все остальные ответчики печатать опровержения не намерены. Отстаивать свою правоту они готовы в суде и дальше. По словам адвокатов издания КЛОП, если Матраимовы захотят, им готовы предоставить эфирное время и разместить их позицию в публикациях на сайте. Но писать опровержение КЛОП не станет. Как представитель общественного фонда КЛОП Медиа скажу, что мы никакие предложения не получали по мирному урегулированию этой ситуации. Более того, мы не готовы и отрицаем возможность публикации опровержения, да, и принесения каких-либо публичных извинений и так далее. То есть мы со своей стороны готовы предоставить право на ответ, предоставить время эфирное, возможность для публикации их мнения, но писать опровержение мы категорически не согласны. Сегодня судья удовлетворила ходатайство истцов об отзыве и претензий к агентству 24KG. И это сразу послужило основанием для новых обстоятельств. Из 3 СМИ, к которым у Матраимовых были претензии, только 24-ка находится в Свердловском районе. Остальные в Ленинском и Октябрьском. В этой связи адвокаты журналистов потребовали от Фемиды перенести процесс в другой суд. Кроме того, как отметили адвокаты, председателю суда Джилдыс Ибраимовой, которая как раз и ведет этот процесс, они не доверяют. У нас вообще недоверие к тому, что почему, допустим, истцы выбрали именно Свердловский суд из 3 судей, из 3 судов. Не Октябрьский, не Ленинский, Свердловский. Вопрос также возникает по тому, как именно попало дело к именно председателю суда. В материалах дела есть небольшая бумажка, такая распоряжение, где прописью написано, что автоматизированная система выбрала ее. Мы вот сомневаемся по этому поводу. То есть в столичных судах города Бишкек есть распределение, да, уголовное, гражданское. Какие рассматривает председатель, я не знаю. Но именно то, что ей попало, то есть вот просто по теории вероятности, как это может быть? По алфавитному порядку, по загруженности или как? Но в материалах дела есть только распоряжение, которое заполнено. То есть, не знаю, какой-то должен быть скриншот чего-то, хотя бы. Однако адвокаты Матраимовых отметили, что не видят смысла в переносе процесса, так как частично претензии сохраняются и к 24KG. Проведя около часа в совещательной комнате, судья приняла решение поддержать позицию истцов. Процесс в отношении Азаттык и КЛОПа продолжится в Свердловском суде. Игорь Потанин, Урмат Мамиталиев, НТС.